Так? Веками ингушский народ боролся за выживание. И сегодня вопрос стоит о возможности или о сохранении идентичности ингушского этноса как такового. Землю, без которой нет народа. Есть земля, есть народ. Нет земли, нет народа. Возьмите 30-миллионный курдский народ. У него нет определенной земли, признанной в мире. Поэтому они болтаются то в Сирии, то в Турции, то в Ираке, то еще где-то. Их используют как хотят все. Кто-то их нанимает бригады, Вагнеры и так далее. Почему? Потому что у них нет своей определенной территории. Вот ингуши всю жизнь борются за свою территорию, за свою землю. И основной вопрос, цель, задача Совета Тайпо решать эту проблему. И поэтому во главе всей деятельности Совета должна стоять проблема. Вот эта проблема. Задача решения этого вопроса. Новый год ингушский народ получил реальный подарок. И сделал этот подарок Плиев Магомед Рашид Ахмедович. То есть, я хочу сказать, вышел в свет его сборник, который документальный исторический материал, который называется «Третий общенациональный съезд ингушского народа. До и после». Я полагаю, что, наверное, многие уже купили этот сборник. Он вышел буквально 3 или 4, уже можно было купить его в магазине «Ковчег», а в других магазинах, где я еще не знаю. Вот для сведения я говорю. Вот это надо пропагандировать. Если у нас есть возможность средств массовой информации, то мне хотелось бы, чтобы вот мое вот непосредственное предложение, связанное с этим, было как-то озвучено или распространено в силу полноты освещения документальной истории Ингушетии, менталитета ее народа, политической оценки ситуации, в которой в тот период находился народ. Мало что изменилось и сегодня. Объективности оценки политических сил в регионе и России, в целом и их подхода к решению ингушских проблем, а также максимальной политической корректности подачи материалов, данный сборник, я имею в виду сборник «Третий съезд ингушского народа», не имеет аналогов, представляет собой по охвату сторон, оттенков истории борьбы ингушского народа за свою государственность, территориальную целостность, восстановление исторической справедливости, настоящую энциклопедию. Второе. Последствия перманентного геноцида ингушского народа 30-х, 40-х, 90-х годов 20 века не ликвидированы, что негативно сказывается на его политическом, экономическом, культурном развитии. Поэтому на данном этапе развития республики нет более жизненно важной, требующей своего безотлагательного решения задачи, поставленной Третьим съездом. Первое. Речь идет о задачах. Восстановление территориальной целостности и антиконституционно насильственно нарушенной административной границы Ингушетии. Второе. Усиление общественного воздействия на коллаборационистское руководство Республики Ингушетия в целях ликвидации имеющего правового беспредела республики. На решение этой общенациональной задачи как раз и нацелен проект Плиева, призванный, если его реализовать в полном масштабе, я подчеркиваю, если его реализовать в полном масштабе, призванного разбудить от летаргического сна общественное сознание ингушей. Третье. Политические реалии сегодня в Республике Ингушетия свидетельствуют о том,
что только Совет Тейповой Ингушетии в обновленном составе способен взять на себя роль паровоза, в кавычках, конечно, в деле возрождения общественных сил Ингушетии. Но нет сегодня, сколько я понимаю, другой общественной организации, других общественных сил в этой республике, вот кроме нашего Совета Тейпов. Поэтому ответственность, соответственно, должна быть высокой каждого из нас. Взять на себя роль, ведущую роль в деле возрождения общественной силы Ингушетии, организации практической работы по консолидации общества. В связи с этим считаю целесообразным Совету Тейпов Ингушетии безотлагательно организовать обсуждение, читательскую конференцию проекта Плиева с приглашением члена Народного совета ингушского народа. Я вам должен сказать, их осталось совсем единицы. Остальные уже сошли со сцены. Нет их живых, большинства из них нет. Вот поэтому старшее поколение уходит, вместе с ним уходит и историческая память. Вот поэтому надо, пока не поздно, хвататься за эту оставшуюся часть исторической памяти, вытянуть ее и поставить на службу ингушскому народу. И на этом обсуждении рассмотреть, в частности, следующие вопросы. Вот эту книгу, этот сборник или проект Плиева Мамеда Рашида, он заслуживает того, чтобы его вот так вот собраться для приглашения членов Совета, Народного Совета Елебесаря, заодно пригласить я, поскольку речь идет о третьем съезде Народного Совета. Обсудить такие вопросы: актуальность этого проекта и его значение для правового, патриотического воспитания, воспитания подрастающего поколения. Вот, рассмотреть вопрос, расслушать, послушать и прийти к правильному выводу, что делать. Актуально это или не актуально? Этот проект актуален или не актуален? Второе. Необходимость его второго издания. Издали всего тиражом 1000 экземпляров. А что 1000 экземпляров? Это даже на один населенный пункт недостаточно. А проект этот такой, что в силу его содержания, в силу материалов, которые там имеются, в силу данных, собранных в этом проекте, что каждую семью обязательно, не просто, а чтобы каждой семье прочитали от и до. Если он ингуш, если он хочет, чтобы Ингушетия жила, если он хочет, чтобы ингушский народ сохранился как нация, как народ. Необходимость его второго издания на порядок большим тиражом, чем первый, исправленного и дополненного. Настоящее издание страдает наличием ошибок, неточностей, редакторскими недоработками, которые можно устранить в рабочем порядке. Это не представляет большую сложность. И лично я в рабочем порядке буду с этим составителем, с автором проекта Плиевым Мамедом Рашидом по этому поводу вести речь. И, безусловно, рассмотреть вопрос определения источников финансирования этого второго издания. Потому что финансирование очень сложный вопрос, болезненный вопрос. И одному Плиеву Мамеду Рашиду второе издание не вытянуть. А по существу этот проект, я должен сказать, без преувеличения, это минимум общественное достояние, если не общенациональное. Я бы сказал, это общенациональное. Почему? Потому что это не просто сочинение Плиева.
Это сборник исторических документальных материалов в основном. Ну, где-то что-то, значит, и от автора. Третье. Рекомендовать или изложить требования соответствующим властным структурам Республики Ингушетия о включении второго издания, исправленного и дополненного, а не первый, список обязательный для изучения литературы старших классов общеобразовательной школы, специальных и высших учебных заведениях. Почему? Потому что вы, если кто обращал внимание, посмотрите, чему учат наши подрастающие поколения. Очень важно, чтобы добиться издания этого второго издания и поставить вопрос, чтобы это издание, этот сборник стал обязательным для изучения. Если мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение выросли, ну, ингушами в конце концов, патриоты, не совсем патриоты, но хотя бы ингушами, чтобы выросли,